«Эфир». Казанской школе номер 39 в скором времени может быть присвоено имя Льва Николаевича Толстого. Об этом хлопочет сейчас администрация учебного заведения. Кроме того, городские власти поддержали инициативу директора школы Галины Назиповой открыть часть учебных классов на базе музея Льва Толстого на улице Епеева, где сейчас завершается капитальный ремонт и реставрационные работы. О будущем союзе музея и одной из лучших школ города Сергей Шерстнев. Объект культурного наследия республиканского значения – усадьба Юшкова. Здесь в 1841-45 годах жил Лев Толстой. В настоящее время в здании идут восстановительные работы. По проекту будет отреставрировано не только главное здание, но и все флигели, причем некоторые практически с нуля. 9 декабря ход реставрационных работ осмотрел президент Татарстана. Глава республики поручил детально проработать концепцию дальнейшего использования комплекса усадьбы. И тогда администрация школы номер 39, которая расположена по соседству, обратилась в исполком с инициативой объединить музейные площади и школьную территорию. То, что школа и музей находятся в одном территориальном пространстве. Мы практически, в общем-то, рядом, буквально 70 метров музей отделяет от школы. Поэтому для нас музей никогда не был чужим. И даже тогда, когда только начало было, наши дети участвовали в всевозможных волонтерских субботниках, и это было нормально. Работники музея приходили к нам, поскольку у них там нет возможности пока работать, приходили к нам и читали лекции. Проблема действительно назрела. Сейчас в 39-й школе дети учатся в 2 смены, в тесноте. К тому же учебное заведение давно мечтает носить имя великого классика русской литературы. Об этом шла речь на днях и в мэрии Казани. Ильсур Медшин целиком и полностью поддержал учеников школы. Принято было решение это музей присоединить к школе. На сегодняшний день находятся там ходатаи, которым уже школа не нужна, видите ли, в этом. Поэтому я все-таки прошу, чтобы мы проявили твердость с коллективом школы. И это было единым комплексом. К чему нам музеи, где пыль? Что может быть лучше, чем в музее детский шум, топот детских ног и интерес детей к обучению, к нашего классика, великого человека, который жил когда-то и творил после с памятью о Казани. А в школе уже строят планы на совместную работу. Благодаря уникальному союзу учебного заведения и музейной экспозиции школьная администрация уверена, интерес ребятни к жизни и творчеству автора Анны Карениной и «Войны и мира» не угаснет. Федеральный государственный стандарт нового поколения предполагает, помимо основной учебной деятельности, еще и проведение внеурочной деятельности. Это в количестве 10 часов в начальной школе. И очень большая возможность для этого предоставляется, когда у школы есть дополнительные помещения для проведения дополнительных занятий, кружков, реализации каких-то проектов. И в связи с этим мы возлагаем очень большие надежды на то, что музей Толстого сыграет свою роль, даст возможность школе во внеурочное время реализовать возможности своих воспитательных направлений. Сергей Шерстнев, Мария Молочникова, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».